Хайрлы кис. Добрый вечер. Меренсет дерес. Первый урок. Сегодня мы разберем первый урок башкирского языка. Башкорт тиленен узены селектеры. Особенности башкирского языка. Смотрите это видео до конца. В конце видео ждет вас сюрприз. Начнем. В башкирском языке 42 буквы. 9 букв. Ü, Х, З, К, Н, Ц, Х обозначают специфические башкирские звуки. Гласные башкирского языка по твердости и мягкости составляют пары. А, У, Ü, О, И, Е. Только звук И не имеет своей пары. В башкирском языке специфические согласные имеют свои пары, отличающие способом или методом образования Г, Х, З, З, К, К, Н, Н, С, С, Х, Х, Х. Словесное ударение в башкирском языке всегда стремится на последний слог. Урман, урманцы, урмансадраха. Улица означает. Так что так, эссей. Мама, атай, папа и так далее. По морфологическому строю башкирский язык относится к агглютинативным языкам, то есть к неизменяющимся корню друг за другом. В определенном порядке присоединяются различные аффиксы. Например, бала. Ребенок, балалар, дети и так далее добавляются аффиксы быз, ха. И получается такое длинное слово. Балалар и балалары, быз, ха. Атай, эссей. Здесь то же самое. Атайзар, атасарха. Эссей, эссейзор, эссейзарха. Корень в башкирском языке при словообразовании никогда не изменяется. Сравните, можно сравнить. Баш, голова, башлы, башлау, башлангыс и так далее. Башхыш, башкисер, башлык, башкус, баш-аяк и другие. В башкирском языке нет категории рода. Родовые понятия передаются только особыми словами. Например, можно сравнить унгез базыл, бычок, оргазы бызал. Как видите, это одно и то же. Тёлка означает. Ул, все одно и то же. Нет родов. Только улар, они означают. В башкирском языке есть категория принадлежности, которая передается с помощью особых окончаний, добавляемых к именам существительным. Например, была, ребенок, была, былам, мой ребенок, былан, твой ребенок, былахы, ее, его ребенок. То есть всегда конец добавляется. В башкирском языке нет впереди стоящих предлогов, как в русском. Вместо них употребляется после логи или окончания. Например, эссей минен с мамой. Ояша через дом. Кишеусон для человека. Эстелде на столе. Эстелден со стола уже н добавляется. Эстелге на стол. Эфенен из Уфы. Эфеге в Уфу. В башкирском языке предложения обычно начинаются с подлежащего и заканчиваются сказуемым. Например, Минкитем, я ухожу.
Ну или я уезжаю. Мин гитем. То есть первое я. Мин гитем ухожу. Мин калага гитем. Я поеду в город. То есть опять же таки первое мин. Гитем уже на последнем. Предложение. Хотя в русском языке ставится оно первее. А в башкирском языке всегда ставится на последнее слово предложения. Вот теперь упражнение. Сравните алфавиты башкирского и русского языков. Найдите отличия и напишите в комментариях. И сравните грамматики башкирского и русского языков. Найдите отличия тоже. Как вам это удается, тоже пишите. Ну а теперь сюрприз. Если это видео наберет 100 просмотров, то в описании появится сам весь этот урок, только в печатном виде в Word. Вы можете это распечатать, учить и так далее, рассматривать. Ну а также, если вы еще смотрели, могли бы приготовить блокнот, тетрадь и все это записывать, ставя на паузу. Можете завести словарик для башкирских слов, которые вы узнаете с моих уроков. В дальнейшем я расскажу вам, какие приложения можно использовать, какой переводчик, как пользоваться клавиатурой в башкирском языке, какие можно книги использовать, где найти вообще книги, словари и так далее. Ну а теперь элге барыхин. Всем пока! До новых встреч! Острашуга, теклем, яны.